Всем мир, это Евгений Коваленко, и вы на канале Одно кино. А в этом ролике Мы поговорим о таком сериале, как Мэйр из Истауна. о чем это? Мэйр Шин — это женщина-детектив из маленького городка в Пенсильвании, расследующая местное убийство, пока ее личная жизнь в этот момент рушится. Отзыв на сериал. Конечно же, изначально на просмотр сериала меня подстегнуло и привлекло то, что это от HBO. Зная их продукцию, их самих, да, которые, можно сказать так, будто белая ворона среди киношников и стараются производить что-то более качественное, более качественную продукцию или что-то идейное, так скажем. То есть не так озабочены или не делают упор на то, чтобы как можно больше сборов, как можно больше денег с людей вытянуть. Да, они пусть хавают, хорошее это или нет. Включил я, значит, первую серию, и там мать одной девушки, которая пропала почти год назад, жалуется по телевизору о том, что полиция бездействует. То есть ничего, кроме как пожирания пончиков, выпивания кофе, протирания штанов в участке они не делают. И в этом небольшом городке под названием Истаун местному детективу, главной героине Мэйр Шин, в исполнении, как гласит постер, оскароносной Кейт Уинслет, чтобы лишний раз подстегнуть к просмотру сериала людей. Хотя первая серия, знаете, она двойственная. Сейчас я продолжу, и вы поймете. Детективу приходится возобновить расследование об этой пропавшей год назад девочке. Бывший муж Мэйр, Фрэнк, снова женится. В один вечер происходит вечеринка по случаю помолвки Фрэнка, на которую приглашена вся семья Мэйр. Ее мать Хелен, дочь-подросток Шиван и 4-летний внук Трю. И праздник по случаю 25-летия победы на чемпионате штата местной баскетбольной команды, членом которой и была главная героиня Мэйр. На празднование юбилея Шин знакомится с Ричардом, писателем, который недавно поселился в Истауне. Тем временем Эйрин МакМенамин, несовершеннолетняя мать-одиночка, живущая со своим жестоким отцом-алкоголиком Кенни, ссорится с отцом своего сына Диланом и его новой подружкой Брианной, которые приезжают забрать ребенка на выходные. Позже Эйрин обманом заманивают в лес, где Брианна, новая подружка ее бывшего, избивает ее на глазах у Дилана, бывшего, да, и других подростков. Шиван Шин замечает драку, они там как-то мимо проходили, и спасает Эйрин. Ну, типа, она спасает своим присутствием, да, и криками «отстаньте, отстаньте от нее», как бы, ну, типа, свидетели, там, все такое, и предлагает ей свою помощь. На что-то отказывается и в одиночестве уходит в лес. Вот я вам вкратце, сжато пересказал первую серию. Ну, какая-то детективша, ну, у нее есть дети, внуки, мама, да, там приехал какой-то писатель, есть бывший муж, который счастлив с новой женщиной, и, блин, он женится на ней. Я все это смотрю и такой, блин, черт побери, что это за Санта-Барбара, что происходит вообще? Во время просмотра, я не знаю, я уже думал пару раз вздремнуть или выключить его и забыть навсегда. Я пошел на Кинопоиск, глянуть, что там за оценка у сериала, смотрю, чего? Ну ладно, продолжим. Хотя, честно говоря, Кинопоиск тоже мне так себе источник, знаете ли, с учетом того, как в последнее время там крутят ботами оценки, то ли сама админка рисует эти оценки. О чем говорить, если такой сериал, как Happy End, попадал в топ-250 лучших фильмов и сериалов всех времен, да? На время, но все же. Вернемся к Мэйр из Истауна. Вообще фактор с оценкой, то, что он попал в топ, и то, что на протяжении первой серии было ничего не понятно, я решил его досмотреть. И серия, но она закончилась так, что мои чувства о прекращении просмотра, они сдвинулись на шкалу посередине, то есть 50 на 50, продолжать смотреть или нет. Дальше уже пошло лучше. События конца первой серии, которые являются дополнительной завязкой, да, к озвученному ранее выше про пропажу девушки, которую год назад уже не могут найти. И вторая серия уже кончается с мыслью «да ну нафиг». Стоит ли смотреть? Я не буду дальше пересказывать сюжеты серии Мэйр из Истаун, вдруг что-то спойлернуть или отбить желание просмотра, да, сериала. Просто добавлю, что когда я его смотрел, в пятой серии от неожиданности сидел я вот так вот. Серьезно, я вам говорю, я такого давно не испытывал, давно такого не было. В целом сериал достойный, пронизанный драмой. Отличный, бодрящий детектив с неожиданными поворотами и развитиями сюжета, когда ты сидишь и думаешь, блин, да стопудово этот молодой окружной детектив, он как-то причастен. Или этот писатель, что он вдруг появился в этом городе, да, что он приехал. А эти священники, которые переглядывались, они точно что-то сделали плохое. А бывший муж главной героини, он не договаривает, он не чист на руку. А может, сама главная героиня в этом убийстве виновата и в пропаже той девушки во всем этом замешана.
И просто ничего не предугадывается, от чего сериал, помимо хорошей актерской игры, крепкой драмы, отличного сюжета, получает вот эти вот дополнительные баллы за счет вышепересказанного. Единственное, у меня есть вопрос касательно одного персонажа. Это дочери главной героини. То есть, зачем она нужна была в сериале? Кроме того, как показать, что она типа продвинутый подросток, лесбиянка в маленьком городке в США, и это нормально. Это странно, как бы можете меня поправить. Вот. Во-первых. Во-вторых, я лично чувствую здесь, как вот есть что-то целостное, отлитое в гранит, а эта дочка как граффити на стене этого шедевра или как дорисованные усы на президенте у долларовой купюры. Да, те, кто посмотрели сериал, скажут, но мать там в истории, она попросила ее проверить сына, и эта дочка, она как бы получила травму на всю жизнь, когда его там обнаружила. Так если мы выдернем оттуда эту дочь и увидела бы это первая мать, то она бы получила бы просто больше шок, и все. Дочка главной героини в сериале лишняя. Нужно было просто, чтобы сериал выпустили, я так понимаю, поэтому ее туда придумали. Второе, это момент с телефоном, когда в него заглянули без проблем. Да, телефон не последней модели, но с сенсорным экраном. А даже вроде на Galaxy 2 была блокировка в виде пароля или там всяких графических ключей, которые надо рисовать, да, чтобы попасть внутрь к информации. Да блин, на кнопочных телефонах, даже старых, были пароли из цифр. Короче, с телефоном, я считаю, ляп, нужно было обыграть по-другому. А в целом, сериал «Мэйр из Истауна» я рекомендую к просмотру. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Напишите в комментариях свое мнение по поводу, что вы думаете по поводу отзыва или самого сериала в целом. Спасибо за просмотр. Пока.